Обменявшись словами приветствия с председателями женевских дискуссий, замминистра иностранных дел республики Ираклий Тужба рассказал о ситуации в Абхазии, в частности в Галском районе. Должен отметить, что ситуация у нас оставалась спокойной, стабильной. Нами не было зафиксировано каких-либо серьезных инцидентов за прошедшее время. Конечно, у нас продолжились попытки незаконного пересечения государственной границы, но все они пресекались, и все решалось в правовом русле, все эти проблемы. Ираклий Тужба подчеркнул, что наиболее важным вопросом для абхазской стороны остается согласование документа о международных гарантиях неприменения силы. Долгие годы из-за крайне деструктивной позиции одного из участников процесса, в частности Грузии, мы фактически топчемся на месте и не видим каких-либо ощутимых сдвигов и результатов в этом направлении. Тем не менее, мы сохраняем оптимизм, мы продолжаем участвовать в женевских дискуссиях, несмотря на то, что, скажу вам откровенно, в нашем обществе уже бытует такое некое разочарование этим процессом, так как люди не видят каких-либо конкретных результатов, особенно в политической плоскости. Но, повторюсь, мы намерены продолжать эту работу, так как женевский формат является единственным для нас международно признанным форматом, в котором абхазская сторона принимает свое участие наравне с другими крупными игроками. При этом замминистра обратил особое внимание на продолжающийся процесс милитаризации Грузии, в частности модернизации ее вооруженных сил. Все эти процессы происходят при прямой поддержки стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Это вызывает, конечно, у нас большое разочарование. Со своей стороны мы вынуждены адекватно реагировать на все эти угрозы собственной безопасности. И единственный способ, который у нас есть, мы будем продолжать наращивать свое военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, так как это наш стратегический партнер и гарант безопасности нашей республики. Недавние события в Нагорном Карабахе продемонстрировали нам всем, что наш регион все-таки остается достаточно взрывоопасным, и события могут быть достаточно непредсказуемые. В свою очередь, специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойву Клар подчеркнул значимость предстоящих дискуссий и выразил надежду на проведение конструктивных обсуждений. Это самая пандемия, которая повлияла на международные женевские дискуссии в значительной степени, сейчас все-таки сокращается в масштабах и позволит нам вернуться к регулярной и к привычной нам манере функционирования самих дискуссий. И Евросоюз был очень рад, что нам удалось профинансировать ряд проектов Организации Объединенных Наций, которые были здесь осуществлены, которые были направлены на борьбу с COVID-19. Нам действительно очень важно обсуждать весь спектр вопросов и все сферы, относящиеся к повестке дня международных женевских дискуссий, которые, конечно же, включают вопросы, связанные с безопасностью, и гуманитарные вопросы. Международные женевские дискуссии проводятся с 2008 года и являются единственной площадкой для диалога представителей Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Очередной 52-й раунд дискуссий состоится 24 и 25 марта. Эсма Голанзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.